Глубокая жастар қосылыпты, Расул қосылыпты. Расул, сізге Да, добрый Расул, день. приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Как со связью, как вы меня слышите? Ага, сразу оговоримся, наверное, да, аудитории, чтобы было понимание, что в любой момент может интернет оборваться. Такое уже случалось, но тем не менее мы попробуем сегодня с вами побеседовать на тему 2 года в Казахстане, почему инвестировать через приложение Табос это выгодно и безопасно. Да, давайте позвольте представить, сейчас я поправлю наушники свои, нашего спикера. Сегодня у нас в гостях Расул Хасанов, әйгілі продакт-менеджер. Осы IT-технологиясы қаржы саласында 16 жылдық тәжірибесі бар, өте білікті маман. Табыс қосымшасы жобасының жетекшісі. Также Расул у нас является директором департамента по розничным инвестициям биржи. Да, верно. X, правильно? Ага. Ну, Расул, еще раз приветствую вас. Спасибо, что согласились на наш прямой эфир. Сегодня мы попробуем провести такой небольшой ликбез для нашей молодежи, для нашей аудитории, что такое вообще инвестиции, приложение Табос, насколько это выгодно и безопасно. А в целом, я знаю, что, как и тема говорит, что 2 года уже в Казахстане это приложение Табос. И тем не менее, за 2 года уже неплохие результаты. Вы вошли в 30-ку по версии Forbes. Расул, для начала расскажите, пожалуйста, о данном проекте. С чего все началось? Откуда пошла эта идея? Как она у нас образовалась? Да, как вы верно заметили, нам вот 2 декабря исполнилось 2 года. То есть, знаете, вообще бизнес биржи, он такой B2B. То есть биржа работает только с брокерами, она не работает с частными лицами, да, вот, не идет в B2C сектор, с клиентами не работает. Но есть такая мировая статистика, например, в Америке инвестируют почти все, да, в развитых странах, ну вот в России, например, там это около 20%, там, у них сильно растет. В Казахстане 1%, то есть вот 2 года назад инвестировалось всего 1%, это очень мало, и биржа хотела какой-то вот социальный проект запустить, то есть не ради выгоды, не ради какой-то там дохода, а вот чтобы помочь расти этому показателю в стране. И было несколько идей, там, запустить курсы, что-то образовательный какой-то сайт, но мы отказались, потому что такая практика, во-первых, уже это есть, и эффективность у нее чуть ниже, потому что теория работает именно в связке с практикой. И мы решили вот обратиться ко второй части, да, как предоставить доступ к инвестициям, но то есть вот, какая была проблема на рынке? Инвестиции были дорогие, непонятные, то есть сложно было. То есть вот этот входной порог, первая ступень, она очень сложная. То есть, когда мы делали опросы, мы там заказывали исследования на рынке, было все непонятно, что такое инвестиции, с чего начать, как вот не обжечься, как не нарваться на мошенников. Поэтому как бы все это в кучу собрали и решили сделать такое, мы называем это социальный проект. То есть мы на этом проекте биржа не зарабатывает, это сделано ради того, чтобы люди попробовали инвестиции, да, потренировались и потом уже сделали какие-то выводы и, может быть, сумму увеличили, там, выбрали брокера для каких-то уже точечных инвестиций. То есть, и вот в приложении главная цель была снизить вот этот входной порог. И поэтому что мы сделали? Мы взяли самые популярные вещи, которые покупаются на Западе инвесторами американскими, даже мировыми, да, можно сказать. Это такие большие фонды. То есть вы покупаете не одну акцию, а внутри, например, сразу 500 компаний. Это что вам дает? Вы купили одной покупкой сразу 500 компаний, и даже если одна из этих компаний, например, обанкротилась вдруг, но в среднем вы этого не замечаете, потому что вот вес делится на 500. Но здесь какое было но? Вот такая акция в Америке стоит $400, да, это немножко дорого, чтобы попробовать, такой дорогой тест. И мы сделали дробную часть, 1/10. То есть приложение оно стоило $40. Уже не так критично. Например, там
кризис там ковидный, если упал весь рынок на 30%, вы потеряли там сколько, там от 40 долларов 30%, там, $16, да? То есть вам как бы урок на ваших деньгах, но он не болезненный, да? И с другой стороны, то есть потом весь 21 год и 22 рынок очень сильно вырос, да, и вы, то есть на 40 долларов заработали свои 20 долларов. Ну, это очень интересный опыт через реальные деньги и реальные активы. То есть это не игрушки, это настоящие как бы ценные бумаги. Вот мы с этого начали. Но, Расул, я бы хотела немного здесь прервать вас. Вы смотрите, допустим, есть у нас люди абсолютно, ну, даже молодежь, да, не знающие. Интересуюсь, понимаю, что там есть деньги, это способ привлечения там, дополнительных каких-то средств. Да? Что нужно знать до того, прежде чем скачать приложение Tabus? Может быть, мы начнем с этого? Вот я, я, допустим, чайник в этой сфере. Мне бы хотелось бы узнать, действительно, с чего я должна начать, чтобы потом начать пользоваться Tabus, а потом может стать продвинутым. Да, я как вначале сказал, то есть есть лекция, есть практика. Вот вам лучше начать это с лекции. Эфира не хватит, чтобы это все описать. Я бы посоветовал пойти к каким-то фин-консультантам, фин-коучам, да. То есть у нас их очень много. То есть первый приходит в голову, например, фин-ментор, да, компания. То есть у нас есть наш любимый Aligi инвестор, который часто про нас говорит, хотя он не наш амбассадор, просто мы ему нравимся как проект. То есть у этих ребят и у многих других надо, там, наверное, вкус и цвет. Есть курсы, то есть базовые какие-то шаги по инвестициям. Там, то есть на самом деле очень много шагов, они простых, но их надо пройти. Составить финансовый план, посчитать свои расходы, посчитать свои доходы, да? Найти вот эту разницу, дельту между расходами и доходами, как ее увеличить. Потом, какой у вас план на там, 5 лет или 15 лет. То есть я бы начал вот с такой теории, и потом вы правы. Потом вы, когда работаете с этой теорией, вы приходите к тому, что вам нужен какой-то инструмент, где вы начнете вот копить и инвестировать. И вот тут вы поймете, что Tabus очень удобен. Вы регистрируетесь, вы просто привязываете вашу карточку, и через 5 минут вы уже можете купить американские акции или там, казахстанский индекс, или биткоин, там, доли на биткоин. То есть это очень удобно. Поэтому я бы посоветовал начать с каких-то хороших курсов, где вот описаны эти базовые вещи. Вот так вот. Там даже, знаете, про финансовую подушку говорится, что перед инвестициями надо накопить там 6 месячных зарплат своих, потом уже делать какие-то инвестиции. То есть сперва нужно накопить знания, потом небольшой капитал, прежде чем войти в этот рынок. Отлично. Ну вот и главное событие года. Не так давно завершилось IPO Казмунайгаза, да, и Tabus тоже был одной из площадок для инвестиций. Сколько казахстанцев выбрали ваш сервис вот, в покупке? Да, вы правы, IPO. Вот сегодня как раз была локация акций, а локация – это когда акции начисляют вам на счет. То есть это случилось буквально пару часов назад. Сейчас, вот, ну, как мне кажется, весь такой наш маленький инвестиционный мир Казахстана на ушах стоит, потому что все ждут эти акции, когда они поступят на счет, потому что завтра торги уже начинаются. Так вот, у нас было 3 канала у биржи, то есть в стране. Вы могли поучаствовать через брокера, через Казпочту, это офлайн, и вот 3-й канал это Tabus, это был официальный канал. Самрук его везде транслировал, Самрук Казана. То есть в Казпочте тоже, то есть вы могли поучаствовать офлайн или там скачать приложение Tabus и купить акции. Через Tabus, вот именно через Tabus участвовало примерно 6 тысяч человек. Да, сумму я не могу назвать, который тотал, но вот 6 тысяч человек поучаствовало через Tabus. Ну это неплохо для Это очень неплохо, проекта. особенно учитывая, что сейчас в целом, знаете, с прошлого декабря уже год вот, на мировой арене идет медвежий рынок. То есть рынки падают, там, валюты падают, инфляция высокая, да? Казалось бы, фон негативный, но наши инвесторы молодцы. То есть они включаются, они инвестируют. То есть кто-то ради дохода, кто-то, знаете, у нас есть дедушка, который купил акции своим внукам. Он говорит, я хочу их передать. То есть многие спрашивают, можно ли наследство оставить. То есть таких инвесторов тоже много. Это нас очень радует, что не все интересуют именно спекулятивными вопросами, чтобы здесь и сейчас купить, продать. Это очень круто. Так что...
Ну, я смотрю, у нас аудитория немного варьируется, чуть свыше 5 человек. Я надеюсь, это очень качественная аудитория, которая в будущем будет инвестировать. Құрметті қауым, егер қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде жолдаңыздар. Расул мырза міндетті түрде жауап береді, егер қандай да расымен қызықты тақырып. Инвестиция, қаржыны қалай қосымша пайда көзі ретінде қарастыруға болады. Оның үстінде біздің елімізде талай реформалар жүргізіліп жатыр. Оның ішінде IPO сатылып жатыр. Қазмұнайгаздың енді IPO енді ғана аяқталды, жаңа Расул мырза айтқандай. Скажите, пожалуйста, будут дальше продаваться акции главных казахстанских нефтяной компаний после размещения? Как вы думаете? Акции каких компаний? Ну, нефтяной компании, скажем. Да, как вы не... Смотрите, Табыс – это такой инструмент, он новый в нашей стране, это называется прямая подписка. Что значит прямая подписка? Вы получаете акции на свой счет, и, то есть без доступа на торги, на вторичный рынок. Если привести аналогию, это вот квартиру можно купить у застройщика, это первичный рынок, а продать вы можете только на вторичном рынке уже другому лицу. Вот Табыс – это первичный рынок. Вы от застройщика, от Казмунайгаза получили акции и держите их, да, ради будущей прибыли. Но если вы хотите продать, вам надо идти на вторичный рынок, то есть перевести акции к брокеру. Но вот я хочу, наверное, забыл я этот момент, то есть Табыс создан не для IPO. IPO это одна из функций. На самом деле сейчас в Табысе уже больше 15 инструментов, там 16 биржевых нот, то есть уже есть огромный выбор, во что можно инвестировать и покупать и продавать внутри Табыса. Поэтому чем заняться внутри Табыса есть. Казмунай, конечно, это было IPO, первичное размещение, то есть сейчас вы докупить уже не можете. Все, этот период длился 1 месяц, он закрылся. Но в Табысе будут все последующие IPO национальных компаний, поэтому нужно подписываться, регистрироваться и следить за рассылкой. У нас еще много будет IPO в ближайшее время. Угу. Ну, вот вы сказали, несколько есть 16 инструментов в приложении Табыс. Вот какими... Да, 16. Какими инструментами чаще всего пользуются? У нас есть топ-3 таких, топ-3 продаж, да. Первое – это акция американской компании S&P 500, так называемая. То есть он популярный как в Табыс, так и, знаете, наверное, вот, как я уже говорил, во всем мире. Это один из самых продаваемых инструментов, потому что это очень удобно. Это корзина акций, это очень сбалансированная корзина, то есть менее рискованная, чем покупать одну компанию Apple, например, да, или Tesla. Вот вы Tesla купили, Илон Маск что-то затвитил, и у вас минус 20%, да, в кармане. А акции 500 компаний, то есть там большая диверсификация, и вот эти риски, они как бы вот, можно сказать, размазаны, да, между 500 компаниями. А второе – это NASDAQ, это такие технологические компании, те же популярные, и Tesla, и Apple, и Microsoft, и Meta, да. И номер 3, на самом деле, раньше было номер 3, High Yield Dividend – это такой инструмент, то есть он вам дивиденды начисляет раз в квартал, то есть это дивидендная история. Но сейчас, вот мы запустили недавно биржевую ноту на недвижимость всего мира. Это такой фонд, он в Америке находится, он покупает недвижимость по всему миру. В Америке, в Канаде, в Азии, в Европе. И вы как бы одной акцией покупаете кусочек недвижимости во всем мире, получается. Это очень удобно. И эта биржевая нота, она стоит там, $1.20. То есть сейчас в топ-3 она ворвалась, и то есть кто знает, через год, может, она топ-1 будет, ну, по продаже. Поэтому, наверное, на 3-е место я ставлю так называемый AXR, это класс рииты, слишком в подробности пошел. То есть рииты – это инвестиционные инструменты на недвижимость. Вот. Это 3-й сейчас. Вопрос поступил. Здравствуйте, интересно очень. Расул, вы сами сколько купили акций Казмунайгаза? Купили ли вообще? Я покупал, сколько не могу сказать. И да, не могу я говорить. То есть это, наверное, будет неправильно. Ну, лично вы видите, что выгода там есть, и в рост можно пойти и действительно покупать. Нет, это выгодно. Я, наверное, не так отвечу. Я как инвестор, который инвестирует давно, то есть я видел разные истории. Например, бывает, компания выходит на IPO, все ждут от нее дикого роста, но у нее нет роста, или выходит компания неизвестная и растет в разы, да. Поэтому я очень давно уже больше за диверсификацию, то есть я вхожу в каждое IPO,
на малую часть денег. Но в целом, то есть там, я в 10 IPO зашел за 2 года, да, в целом у меня получается плюс. То есть я не верю в одну компанию, я верю в корзину, в портфель. Поэтому, да, я зашел не потому, что Казмунай хороший или похож. Для меня это хороший актив, но я вхожу потому, что вот есть такой актив, есть такой IPO, надо поучаствовать, а там математика дальше покажет, плюс или минус. То есть нужно Конечно. все-таки быть немного расчетливым. Немного, в целом нужно быть расчетливым. Давайте вот перейдем уже к приложению. Да? Вот почему инвестировать через Tabus это безопасно и удобно? Вы Да, в да, целом могу ответили, рассказать. хотела бы Давайте еще начну с безопасности. Часто нам такой вопрос задают, что будет с моими деньгами, если Tabus закроется. То есть здесь, опять же, надо идти к части финансовой грамотности. То есть Tabus, как и любой брокер, внутри себя акции не хранит. Tabus – это, можно сказать, навороченный Excel-файл. Ваши деньги, акции, они хранятся в центральном депозитарии. Это такой банк, это отдельная организация, которая хранит ваши активы. То есть и этот банк, он может ваши активы переводить между брокерами. То есть даже если Tabus закроется, вы идете в этот банк, в центральный депозитарий и говорите: вот это мои акции, вот мои документы, переведите их к этому брокеру, и все. То есть Tabus это всего лишь интерфейс, это как если аналогии проводить, ну вот Авиата это же не авиакомпания, да? Tickets KZ это не авиакомпания, она продает билеты разных авиакомпаний, так и Tabus, он продает ценные бумаги разных эмитентов. Вот все эти 16 инструментов это разные компании, разные фонды, мы лишь предоставляем такой интерфейс удобный. Поэтому в плане денег мы не храним ваши деньги, мы не храним ваши ценные бумаги, они хранятся отдельно. Это первое. В плане вашей банковской карты, опять же, мы не храним ваши данные. То есть у нас 2 партнера, это Kaspi KZ, у нас с ними прямая интеграция, и Processing KZ, это компания, которая занимается транзакциями в Казахстане, да, онлайн. То есть, когда вы карту привязываете, если у вас Kaspi, вы прям в приложении Kaspi подтверждаете, и карточка автоматом привязывается, и все данные в Kaspi остаются. Мы их не видим, да? Если у вас другая карта, вы просто там открываете процессинг KZ сайт, вы вбиваете свои данные, они остаются у той компании, у которой есть все сертификаты безопасности и требования там, регуляторов финансовых, там, PCI-DSS сертификация у них есть. То есть они не наши тоже, то есть мы это не храним. С точки зрения данных, да, у нас есть данные, вы когда регистрируетесь, мы, конечно, храним ваше удостоверение, ваши фотографии, ФИО, ИН, но это требование финансового регулятора, чтобы мы их собирали и хранили. С точки зрения безопасности мы соответствуем 2 стандартам ISO, то есть номера я сейчас не вспомню, можно на сайте у нас посмотреть, но эти стандарты ISO не каждое приложение это в Казахстане имеет, то есть у нас они есть. Поэтому с точки зрения безопасности, вот так я вам рассказал. По самим ценным бумагам мы выкладываем аудиторские отчеты, чтобы пользователи, которые следят за ними, они понимали, что наши биржевые ноты, они обеспечены, что внутри них есть базовый актив. Могу я рассказать, что такое базовый актив? Или у нас... Да? Нет, мне кажется, Да. нужно рассказать, что такое базовый актив, как раз таки. Вот тут вопросы задают, я так поняла, какие компании в будущем будут выходить в IPO, я не знаю, насколько вы сможете ответить на этот вопрос, а потом давайте перейдем. У нас есть, знаете, такой предварительный список, какие компании будут выходить, у нас нету дат, хотят выйти или должны выйти. Это Air Astana, это Казахгаз, это доп. Эмиссия, кажется, Киголка, это доп. Эмиссия Казмунайгаза. То есть вот такие примерно компании должны выйти. Казахстан Тимиржавы тоже планировал. Но вот по датам я не скажу. То есть когда это будет, мы не знаем. Верно. Каждая компания сама решает, да. И она делает анализы и так далее, это понятно, да. Скажите, пожалуйста, вот вопрос другой. Во что лучше всего инвестировать? Вы сказали, что вы верите в корзину, не в определенные там, да. акции и так далее, да, компании. Но, тем не менее, во что сейчас безопаснее? Я не могу давать консультации финансовые, потому что мы не брокер, да. Давайте так. Я по-другому отвечу. Инвестировать нужно не в отдельные компании, а в портфеле, в такие большие, да, где вот большая диверсификация. Это первое. И второе, есть большая статистика за 100 лет, да, американских акций.
Статистика была сделана на фонде S&P 500, который я вот упоминал, там акции 500 компаний американских. Она показывает, что главное не когда, а как часто вы регулярно это делаете. То есть главная регулярность. Если вы регулярно инвестируете, например, раз в месяц зарплаты, как вот депозит откладывают люди, да, вы раз в месяц покупаете вот такие акции, да, 500 компаний, то на протяжении, там, если вы это делаете больше 10 лет, то вы точно будете в плюсе, потому что вот если у экономики цикла, да, падение, роста, вы их все переживете. То есть, если вы будете действовать там, на эмоциях, там, на рынке все плохо, вы продаете, когда все растет, вы покупаете, вы наоборот попадете там, в контртренд и будете в минусе. Поэтому тут вот статистика говорит, надо делать регулярно и надо делать такое, покупать общий рынок. То есть не выбирать компанию, сток-пикинг называется, а покупать все, да, грубо говоря. Поэтому вот мой совет, покупайте портфель, делайте это регулярно и то есть делайте это вот. Вот у меня, например, мой личный срок это 15 лет. То есть я если покупаю, я хочу снять не раньше, чем через 15 лет. Вот мой личный. Понятно. Будут ли новые предложения, инструменты в приложении Tapas в 2023 году? Я так поняла, приложение все равно совершенствуется из раза в раз. Что-то, может быть, какие-то там, не знаю, новые функции. За эти 2 года мы делали так. Примерно раз в квартал выходил новый инструмент, новая ценная бумага. Каким образом? Мы делали опросы в чатах, в приложениях. Нам также часто пишут, что они хотят купить, увидеть новое. То есть мы какую-то такую аналитику собираем, там, считаем количество голосов, спрос, в общем, смотрим на рынке и добавляем новые инструменты. Поэтому да, если будут какие-то запросы, мы, причем количественные именно, мы будем их добавлять. Но в целом я могу сказать, что из 16 инструментов, которые есть сейчас, можно собрать практически любой портфель. Да, вот, прям на любой вкус. И агрессивный, и пассивный, и средний, потому что у нас есть и акции, и банды, и даже биткоин. То есть у нас все есть. Уже сейчас вы можете любой портфель собрать. Но, отвечая на вопрос, да, будут новые. Отлично. Я еще раз напомню с нашей аудиторией о приложении Tapas. Жаңа ғана Расул мырза айтып кетті. Егер инвестиция құяр болса, бір ғана компания емес, бірнеше компанияны таңдап алып, бірнеше жалпы нарыққа инвестиция құю керек. Сөйтіп, өзінің бір жеке себетін құрып алып, солай ақша құйған дұрыс тәрізді. Жалпы инвестицияда биржадағы еңбек өтілі неғұрлым жоғарырақ болса, соғұрлым тұрақтылық та болады, табыс та болады. Тек нарықтағы жағдайға эмоция түрінде ғана жауап бермей, мысалы бір құлдырап бара жатса, бәрін бірте акцияларды сату керек. Я же правильно поняла, да? Я думаю, правильно инвестирую. Если что, поправляйте меня. И вот смотрите, у нас культура инвестиций в целом в Казахстане не настолько сильно развита. Да? Вы сами в начале беседы отметили, что 1% всего лишь у нас населения вовлечен в этот процесс, проявляет интерес и так далее. И Tapas является проводником на этом пути. Вот скажите, пожалуйста, что еще предстоит перед вашей компанией? Вот есть ли у вас какой-то, не знаю, индикатор, там, достичь, допустим, повысить до 3%, допустим, да, или так далее? Знаете, 2 года назад был 1%, а к текущей дате, кажется, уже у нас 3, что-то около. То есть это, да, наш главный драйвер, это общее количество счетов, открытых для инвестиций в Казахстане. От этого мы высчитываем, сколько людей инвестирует. Поэтому, да, это наша такая метрика большая, единственное количество участников. Поэтому мы будем стараться делать инструменты, которые нужны рынку, которые пользуются спросом, там, я не знаю, если попросят акции на Камри, мы их добавим, то есть все это будет. Например, да, я вот приведу вам пример. Сейчас вот самая доступная инвестиция в Табысе стоит $1. То есть это очень доступно. И эта инвестиция, у нас есть функция, можно подарить акцию пользователю Табыс. То есть если вы зарегистрированы и там, например, ваша мама тоже зарегистрирована, вы можете на 8 марта переслать акт. Там есть, например, ценная бумага на золото. То есть вы можете ей подарить золото акциями. И вот эта новая ценная бумага за $1 сейчас стала популярной в виде подарка. То есть люди друг другу дарят. Вроде бы, с одной стороны, там, не сильно жалко, да, подарить $3, но очень приятно получить
не, там, не сертификат, какую-то вещь, там, а именно акции. Это очень интересно. Вот сейчас у нас пошел тренд внутри приложения дарить акции друг другу. Делается это, знаете, буквально как раз перевод за 1 минуту. То есть и у этой акции есть в будущем Конечно, возможность конечно. В пойти этом в и рост. интерес, что Не это так ли? подарок с потенциалом, скажем так. Да. А потом, знаете, у людей азарт Отлично. включается. То есть у них появилось $3, они стают интересоваться, что-то покупать на сдачу. Знаете, осталось там 5000 тенге, купили что-то другое, посмотрели. То есть вот так будем потихонечку как бы внедрять финансовые привычки, скажем так, в Казахстане. Ну, это отличный план, я думаю. Фабус — это отличное приложение, действительно является провайдером в мир бирж. Скажите, пожалуйста, вот наверняка Табус — это не первое такое приложение, существуют наверняка аналоги в мире, да? Как себя обезопасить от... Хорошо, Табус — это проверенное. Как не наткнуться на мошенников? На что нужно обращать внимание вот при скачивании таких На подобных самом деле приложений? просто, надо, ну, может не просто, но инструкция простая. То есть в каждой стране есть биржа, на бирже есть всегда раздел торговых членов. То есть брокер обязан быть торговым членом этой биржи, и они публикуют этих брокеров у себя на сайте. То есть если вы зайдете на сайт AX, если вы зайдете на сайт КАСЕ, вы найдете всех брокеров, торговых членов. И там вот все наши есть брокеры официальные, с контактами, с сайтами. Вот. Я советую выходить через биржу. То есть зайдите на AX, зайдите на КАСЕ, откройте эти списки, выберите, кто вам нравится, и вот начинайте инвестировать. Да. И я думаю, уже у нас осталось 2 минуты. Завершающий вопрос. Какие планы впереди у проекта Табыс? Или у вас есть еще другие планы, открыть другое приложение, уже работать более с продвинутыми пользователями? Про продвинутых пользователей я вам так скажу, что мы начинали как приложение для новичков, но у нас сейчас очень много продвинутых пользователей. Я расскажу почему. Потому что если вы хотите инвестировать, например, за границей, вы должны делать SWIFT-перевод, платить за это комиссию. В Нацбанке договор заключить на ваш уникальный номер и предъявлять его при переводе. Потом вы должны платить налоги с этих инвестиций. Это очень сложно, долго. А Табыс освобожден от налогов. То есть, если вы получаете доход в Табысе, вы должны, конечно, декларировать, показать, но платить не обязаны, и даже не нужно, там нет налогов. Потом у вас нету таких SWIFT-переводов, то есть идет списание напрямую с вашей карты, там какая-то минимальная комиссия. И то есть все это в целом сокращает ваши расходы при долгосрочном инвестировании. Поэтому люди, которые инвестируют вот в долгосрок, пассивные инвесторы, да, им Табыс тоже подходит. И у нас очень много таких людей, которые большие суммы стали вкладывать, потому что на большой сумме видно, что вы экономите на налогах, на вот этих вот переводах. По планам у нас есть, конечно, планы добавлять новые инструменты. Опять же, смотрим на спрос на рынке и участвовать в новых IPO, которые будут в Казахстане. Поэтому я бы посоветовал зарегистрироваться, следить за рассылками, читать. Из опыта расскажу, что люди, которые покупают даже ради интереса какую-то ценную бумагу на $1, как их начинается финансовый путь? Они вдруг начинают видеть, что эта бумажка колеблется, да? Сегодня плюс 3%, завтра минус 1%. И они начинают задаваться вопросом, почему так происходит. Они начинают читать новости, они начинают подписываться на финансовые каналы в Телеграме, да? Начинают понимать, что что-то такое случилось в мире, и это отразилось на нефти, например. Она не просто подешевела, а потому что и у них цепочка сложилась. И представляете, все это за $5. Это очень интересно. Поэтому вот я рекомендую попробовать, вот как мы вот и говорим, что-то купить и посмотреть, как это работает. То есть я полагаю, если пользователи начнут покупать Да. акции, они начинают следить за всем, за новостями, за происходящим в мире. Это в целом повышает кругозор и финансовую грамотность и прививает Верно. новые привычки. Так поняла. Я вот смотрю, да, Bull Forever, очень активный пользователь. Спасибо за вашу активность. До какого срока До нужна конца марта. декларация? Время еще есть.
Да. Я вот действительно Март это 23 сама. года. Ну что ж, Расул, сізге көптен көп рахмет. Бүгінгі айтылған әңгіменің бәрін түйіндей кетсем, бүгін бізде қонақта болған Расул Хасанов, продакт менеджер, табыс қосымшасы жобасының жетекшісі. Бүгін бізге 2 жылда осы қосымшаның қандай жетістікке жеткенін айтып өтті. Жуырда ғана Қазмұнайгазның IPO-сы да табыс арқылы алынды. Негізі табыс қосымшасы өте бір Қазақстанда бірегей қаржылық қосымша. Егер де ресми биржалардан қарайтын болса, табыс қосымшасы сол жерде серіктес болып тұрған. Демек, оған сенуге болатын, әу бастан ақ білуге болады. Өте қауіпсіз, сондай-ақ қаржылық сауаттылықты үйрететін, қаржылық сауаттылыққа баулайтын қаржылық қосымша десек те болады. Сондықтан да Расул мырза, сізден көптен көп рахмет. Алдағы уақытта да сіздермен жүздесіп, қызықты мағлұмат аламыз деп ойлаймын. Спасибо вам большое за то, что вы присоединились сегодня, рассказали о многом интересном. Конечно, я понимаю, что полчаса не хватило. Очень много вопросов в целом, как нужно действовать. Ну, по крайней мере, мы обозначили основные главные моменты. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. За то, что вы присоединились. Желаем вам удачи вашему предложению, чтобы вы вошли уже... Спасибо большое за приглашение. Мы можем делать это регулярно. Если вопросы будут собираться, пожалуйста, зовите, мы придем. Я надеюсь, до следующий раз у нас будет не 600 подписчиков, слушающих, активных, закидывающих нас вопросами. Спасибо вам большое, хорошего дня. Барлық подписчиктерге рахмет айтамыз. Аман сау болыңыздар.